Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. 2020 год в России объявлен годом Кыргызской республики. Также год Российской Федерации состоится в Киргизии. В эти дни с рабочим визитом Якутию посещает Аликбек Джекшенкулов. Это чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской республики в Российской Федерации. И сегодня он гость нашей студии. Аликбек Джекшенкулович, здравствуйте. Добрый день. Ну, во-первых, добро пожаловать в Якутию. Первый раз у нас в республике? Да, первый раз. Что уже успели посмотреть? Ну, первое впечатление, когда я сошел с трапа, как будто на свою родную землю. Мы похожие народы, родственные народы, много у нас общего и очень гостеприимные якутяне. Ну и столицу, конечно, значит, посмотрел, очень уютная. И такая, напоминает даже где-то Бишкек, честно говоря, нашу столицу. Еще посмотрели мы вот по старому городу, прошлись. Ну, есть много интересного, конечно. Но в любом случае визит в нашу республику у вас рабочий. Я знаю, что у вас уже прошла встреча с первым заместителем председателя правительства Алексеем Колодезниковым. Расскажите, что обсуждали, о чем разговаривали, о чем, может быть, уже даже договорились. Но у нас встречи были также в торговой палате. Вот после этой передачи планируется встреча с мэром. Я на коротке во Владивостоке на Восточном экономическом форуме разговаривал с главой республики. Что хочу сказать, что у нас как непаханное поле. Очень много перспективных вопросов, над которым надо начать работать. Те связи, которые были еще, как мы в целом в одном государстве, начиная с экономических и заканчивая, будем так говорить, культура, образование, если хотите, общей истории, много очень перспективных и серьезных вопросов, над которыми нам надо работать. Мы, во-первых, хотел сразу информировать, что якутян мы открываем здесь канцелярию посольства. Здесь будет работать несколько человек, дипломаты, которые будут работать именно над тем, чтобы как качественно новый уровень поднять отношения Кыргызской республики с Якутией. Потому что, я еще раз сказал, нас объединяет общее, мы родственные народы. И даже, как вы знаете, сейчас говорят господин, я скажу, товарищ Амосов, он был один из основателей нашей Кыргызской республики, когда страна строила как государство, как независимая республика. Это первые кирпичики именно в составе Советского Союза были заложены. У нас его очень любят, уважают и ценят. В марте месяце Владимир Путин приезжал в Кыргызстан и дал, ну, скажем так, не то чтобы задание, а пожелание, чтобы было как можно больше реализовано совместных планов с российскими регионами. С кем-то уже у вас удалось достигнуть каких-то прям тесных у нас не только Владимир Владимирович Путин дал поручение своим, да, и наш президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков, он дал поручение всем министерствам, правительству, министерствам, ведомствам и посольствам. А именно конкретно по России, это у нас, как бы считается, большое ведущее посольство и очень много задач. Мы ездили уже в Татарстан, Башкортостан, в Красноярский край, вот побывали вот в этот раз во Владивостоке, на Сахалине, значит, здесь в Якутии. Отсюда мы сегодня вылетаем в Иркутск, Новосибирск и Сургут, вот такой вояж. Цель одна – поставить на новый уровень отношения Кыргызской республики с регионами России. Ну, из всех регионов я особо хотел бы выделить Якутию, потому что это, снова я не устаю повторять, у нас очень близкий народ, и мы можем взаимовыгодно, значит, и на новый уровень поставить. Мы говорили вот с руководством республики о сотрудничестве в области горнодобывающей, золоторудной промышленности, сотрудничество в области легкой промышленности, поставка кыргызских товаров, значит, швейники наши готовы, значит, поставки сельхозпродукции, ну и, конечно, качественные
направление наших трудовых ресурсов сюда, потому что у нас рождаемость высокая, страна быстро растущая, и трудовых ресурсов в избытке, и наши кыргызстанцы разъезжаются буквально по всем регионам России. И как известно, что здесь тоже они в Якутии себя чувствуют комфортно, и здесь я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить якутский народ, руководство Якутии за то, что вы создаете все условия для удобного проживания и работы нашим кыргызстанцам. Ну, вот вы уже успели встретиться с представителями кыргызской диаспоры у нас в городе. Что говорят? Ну, основная часть, конечно, если бы, вы же понимаете, если бы было бы плохо, сюда бы не ехали люди. Из года в год растет число приезжающих сюда. Значит, мы встречались и со студентами, и с работающими. Меня удивило одно, что студенты все обеспечены общежитиями, все неплохо живут и довольны такие. Их волнует сегодня, допустим, наша одна студентка, оказывается, уже как вышла замуж здесь, она уже будет рожать, и мы попросили даже в этом плане, ну, по страховке там были небольшие вопросы, правительство уже намерено поддержать именно ее, чтобы никаких трудностей не было. Или там спортсмены наши, вы знаете, наши тоже, как якуты, и охотники, и воины, и любят единоборство, и они ищут спонсоров. То есть вот такие вещи обращались. А что касается работающих, тут есть проблемы технического характера, но они решаемые. Это вот вопрос учета, да, постановки на учет, вопрос признания прав иногда водительских, я имею в виду, проблемы возникает. Ну и так далее. То есть вот такого технического, которые мы договорились с руководством правительства, что будем решать сообща. Но вот помимо тех точек соприкосновения, которые вы уже озвучили, это и горнодобывающая, золотодобывающая промышленность, торговля, можно ли говорить о том, что и туристическое, взаимное туристическое направление будет рассматриваться? Вот я упустил, я извиняюсь, безусловно. В советское время Киргизию говорили, это солнечный Киргизстан. Там живут солнечные люди. Поэтому мы приглашаем якутян посетить Киргизию. У нас, конечно, не как на Западе, но у нас сегодня уже активно горный туризм, пляжный туризм, значит, горнолыжники у нас, альпинисты. То есть очень активно развивается туристическая отрасль. И я думаю, что здесь возможно рассматривать создание совместных предприятий каких-то. Потому что посмотреть север тоже интересно кыргызстанцам. Увидеть вечную мерзлоту, увидеть бескрайние просторы Якутии, попробовать строганину, знаете, это тоже очень интересно для наших стран. И сейчас мы будем работать над этим. Но вот вы упомянули о том, что дано задание наладить отношения со всеми регионами России. Как пример, можно ли привести уже какой-то субъект Российской Федерации, где уже есть конкретно прописанные соглашения, может быть, или меморандумы о намерениях, о каких-то конкретных шагах, которые будут предприняты в ближайшее время? Ну, допустим, пример Татарстана. У нас достаточно активные отношения там с Татарстаном. И руководство Татарстана, значит, и создает условия, наших мигрантов тоже много. Там, допустим, специально есть этот филиал Татарстана, Ассамблеи народов России. Выделено специальное здание, там, где совместно, так сказать, трудятся и работают вот активисты этого движения, которые создают, будем так говорить, добрую, дружественную атмосферу, культурный обмен, значит, образовательный обмен, ну и даже бизнес-проекты реализуют. Поэтому вот на примере, допустим, я мог бы сказать Татарстана прежде всего. Ну вот с Башкортостаном тоже там руководство очень заинтересовано. Есть определенная правовая база. У нас в Якутии тоже надо вновь создавать эту правовую базу. Уже на сегодня хотел бы информировать телезрителей, что к моему приезду мы писали, и вот между торговыми палатами нашими уже подписано вот 11 сентября
соглашение о сотрудничестве. Вот уже первые кирпичики потихонечку укрепляют наш фундамент. Ну, вот у нас недавно прошел фестиваль кинофильмов по мотивам произведений Чингиза Айтматова, который, в принципе, прошел здесь на ура. И можно ли говорить о том, что наше якутское кино найдет какую-то возможность тоже показать себя, тем более в последнее время так высоко оцененное международным жюри? Безусловно, якутское киноискусство и вообще культура, она привлекательна для кыргызстанцев. И я знаю, что всегда, когда якутяне приезжают, с большим интересом наши зрители, наши граждане встречают и по-доброму, так сказать, относятся к Якутии и к искусству якутян. Поэтому я думаю, что здесь вот вы упомянули Чингиза Торекуловича Айтматова. Он был не только кыргызским, мы говорим, что он был писателем евразийских народов. Почему? Потому что он начал писать на русском языке, а потом уже стал на кыргызском писать. Поэтому общая наша не только история, культуры, в образовании, в языке, это очень большая ценность для нас. Мы это должны беречь и приумножать. Но вот если говорить о следующем годе, который будет перекрестным для наших государств, то планируется ли именно в нашей республике провести какие-то мероприятия, посвященные этому событию? Ну, мы надеемся на это, мы озвучили это мнение и сказали, что это, конечно, прежде всего зависит от вашей власти и от общества. И со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы эти дни прошли на высоком уровне. А уже какой-то план мероприятий составлен? Есть, да, уже. Значит, правительство Якутии предложило, мы со своей стороны и будем совместный план разрабатывать. Я благодарю вас за беседу и в завершении ваши пожелания нашим жителям нашей республики. Ну что, хотел бы сказать якутянам, дорогие братья и сестры, я получил большое удовлетворение посещением Якутии, настроением, добрым народом Якутии. Очень приветливый, доброжелательный и мирный народ. Меня это очень радует. И то, что руководство, я благодарен и руководству, значит, Якутии за теплый и радушный прием. Желаю вам всем крепкого здоровья и благополучия. И надеюсь, что кыргызско-якутские отношения приобретут по-настоящему братский и такой деловой характер. Спасибо за внимание. Аликбек Джекшенкулович, я благодарю вас и желаю вам успехов в вашей нелегкой, но чрезвычайно важной работе. Спасибо большое. Вам тоже всех благ. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в студии гостил чрезвычайный полномочный посол Кыргызской республики в Российской Федерации Аликбек Джекшенкулов. До встречи в эфире.